Всем привет! Доброго утра, доброго дня или доброго вечера, в зависимости от когда вы меня тут смотрите. Меня зовут Аксауле. Добро пожаловать на мой канал Аксауле, который в переводе с казахского означает белый свет или белый луч. Смотрите, в каком красивом месте я записываю это видео. Это такой небольшой пруд. Ой, здесь не видно, да? Расположен в таком красивом месте в парке. Вот я буду сегодня это видео записывать для вас. Еще раз добро пожаловать на мой канал. Этот канал я открывала, думала, буду вести на казахском языке, но все больше и больше людей обращаются, которые казахский не понимают. И я подумала, что мне надо еще на русском тоже сделать какой-то плейлист, чтобы те, кто не понимает казахский, но которым нужна эта информация, чтобы они это находили на русском языке. Поэтому какая-то информация будет дублироваться. Этот канал я создала в прошлом году, кажется, год назад, с таким намерением, что я буду часто, там, раз в 2 недели, раз в месяц буду что-то выкладывать, но почему-то забросила. И теперь вот решила оживить этот канал, потому что, как я сказала, много народу обращается. И я каждый раз им отправляю аудиосообщения, созваниваюсь с ними и повторяю одно и то же. Я решила, что лучше я здесь запишу серию видеопостов, и когда кто-то ко мне будет обращаться, я просто им буду отправлять. И я еще очень надеюсь, что это видео тоже будут находить люди, которым нужна эта информация, которые меня лично не знают, но может как-то наткнуться на YouTube. Надеюсь, YouTube алгоритм будет показывать это видео тем, кому нужна информация про эту тему. Так, мой канал это про здоровье. Если более детально про то, как исцелиться от онкологических заболеваний. Вкратце моя история. Прежде чем расскажу про себя, я здесь поставлю тоже на канале выпуск подкаста другого. Он называется «Цукерберттің көршілері» на казахском языке. Это наш подкаст, который мы ведем с Арай Сабыржан. Мы живем в Кремниевой долине и обычно делаем подкаст про тех казахстанцев, казахскоязычных, которые живут здесь, которые там делают бизнес, технологии, стартапы, обучаются в академической среде и так далее. То есть те люди, которые вышли из Казахстана и которые могут поделиться своими успехами, своим путем, да, историей своей жизни, и могли бы вдохновить тех людей, которые в Казахстане находятся, особенно там в далеких аулах, там казахскоязычная молодежь. Вот с этой целью был создан тот подкаст «Цукерберттің көршілері». И я в этом подкасте однажды рассказала про свою историю на казахском языке, я это поставлю сюда. Итак, вкратце, меня зовут Аксауле Альжан, сейчас мне сколько лет, 41, 42, уже не помню, где-то так за 40. Когда мне было 39 лет, это было в 2023 году, в сентябре мне поставили диагноз рак молочной железы. Была 4-я стадия с метастазами в верхней части тела. И врачи сказали, тут я живу в Америке, да, в Кремниевой долине, как я уже сказала, врачи здесь сказали, что, скорее всего, это уже поздно, потому что это очень агрессивный тип рака был, который был найден. Называется triple negative. Те, кто знает, знают. Это не гормональный рак, но это называется triple negative. Ну, короче, и он очень быстро растет, и мне сказали, что так как уже метастазы, там, подмышках, везде в лимфоузлах, не только в груди, они сказали, что, скорее всего, лечение будет безуспешным и, скорее всего, будут делать паллиативное лечение. Да? Это когда просто поддерживают человека. Вот, это был сентябрь 2023 года. В марте 2024 года, после нескольких курсов химиотерапии, мне сделали PET-скан опять, то есть все анализы, и выяснилось, что ничего не осталось. Рак исчез полностью, ни метастазы, ни самого рака. И врачи были в шоке. То, что они были в шоке, даже не сказать. Они все время ожидали, что все пойдет не так, и так далее, и так далее. Как мне один мой врач сказал, что он не думал, что я проживу даже год. Но вот благодаря Всевышнему, благодаря Вселенной, да, не знаю как, но я осталась жива, и я сейчас здорова. И сейчас, ну, тогда еще я хотела делиться тем, чему я научилась во время этой истории, с другими людьми, чтобы они тоже могли что-то для себя взять, те, которые столкнулись с этой ситуацией.
и чтобы, может быть, им тоже, может быть, у них тоже получится, но не может быть, я точно знаю, что у них точно получится. Поэтому я решила создать канал, который будет про здоровье. Знаете, в интернете, вообще везде, в медиа, в обществе очень трудно найти хорошую информацию про рак. Все время только страх, страх, страх. И в медиа, и в кино, и в культуре, и в разговорах, в быту, среди родственников, в семейных посиделках. Как только если начинается разговор о том, что кто-то заболел раком, то все, уже всех внутри холодеет, страх, думают, что все, уже надо прощаться с этим человеком. Врачи тоже не обнадеживают, все боятся лечения тоже, химиотерапии, да, операции, не знаю. Ну, короче, большая вот такая группа стереотипов, большой стигмы вокруг этой темы. И я решила, что если я создам этот канал, то здесь никаких плохих новостей, плохой информации не будет, никакого страха не будет, никто не будет вас пугать, потому что страха и так достаточно. Здесь будет такой очень светлый канал, ободряющий, поддерживающий и дающий силы. Так что вот такой вот канал был. Я уже начала выкладывать несколько видео. Посмотрите обязательно. Каждый, если, например, вы пришли на этот канал и вам диагностировали рак, неважно, мужчина, женщина, молодой, старый. Если вы знаете казахский, смотрите на казахском языке. Если не знаете казахский, тут у меня есть видео, которые на русском, на английском с казахскими субтитрами, разные, да. Буду выкладывать на каком языке, на каком получится. Специально для русскоязычных людей делаю вот этот плейлист, поэтому я надеюсь, что этот канал вам поможет. Цель этого канала – дать вам информацию. Еще раз большой дисклеймер, я не врач, я не имею права и не имею возможности вам чего-то советовать, поэтому все решения принимайте вы сами. Мое дело только вам говорить, что произошло со мной и что мне это помогло. И ваше дело принимать эту информацию или нет. Потом все решения касательно медицинских каких-то моментов вы принимаете с вашим лечащим врачом. Да? То есть я надеюсь, это конкретно высказала. Никакой ответственности за ту информацию, которую я здесь буду выкладывать, я не буду нести, потому что вы будете нести эту ответственность вы сами. Да? Только я с моей стороны буду говорить. Или может с кем-то разговаривать. Простите за этот сумбур. Я особо не планировала, не думала, о чем буду говорить, что буду говорить. Просто буду выкладывать какие-то темы, которые мне интересны, вот так вот записывать на телефон, сидя в парке, и выкладывать. Потому что больших усилий на это тратить не хочу. Самое главное – это информация. Так что добро пожаловать. Если вы столкнулись с этой болезнью, но если ваш близкий человек столкнулся, знаете, я хочу сказать, чтобы вы не боялись. Бояться нечего. Бояться нечего. Эта болезнь пришла к вам или к вашим близким, или в вашу семью не просто так. И я знаю, что при спокойном подходе, если спокойно отбросить все страхи, переживания, тревоги, то, что люди говорят, то, что врачи говорят, все отбросить, я знаю, что в глубине сердца вы это сможете переварить. Я знаю, что вы сможете принять лучшее для себя решение. Я знаю, что этот момент перевернет вашу жизнь, да, как перевернула мою. Сказать, что Ахсауле до болезни, Ахсауле после болезни – это один человек, это неправда. Я думаю, многие мои знакомые тоже согласятся. Я думаю, что я переродилась благодаря раку. Я, знаете, так благодарна этой болезни. Я об этом рассказывала в том подкасте Цукерберттің көршілері, о котором я упомянула. Если вы знаете казахский, обязательно посмотрите. Я только благодарна, и огромное чувство благодарности и любви. И знаете, если бы не эта болезнь, то жизнь бы по-настоящему мне не открылась. Я даже не знала, каково это по-настоящему жить. Я сейчас, надеюсь, это знаю. И я думаю, знаете, у нас даже было здесь одно интервью с моим психологом Любовь Казаевой. И она тогда говорила такую интересную мысль, что люди, которые болеют онкологией, это счастливые люди. Конечно, это может вас шокировать, но это правда. Вот. Об этом мы расскажем чуть позже. Так что присаживайтесь поудобнее. Когда у вас есть время, пожалуйста, послушайте все эти видео, они для вас.